Приветствую на своем канале, меня зовут Олеся, добро пожаловать. Сегодня у нас очень интересный расклад, интересная тема, которая волнует всех нас, девочек, да? Потому что нас еще может волновать, кроме мужчин, что может быть интересней, подсмотреть, как они живут, что они о нас думают, как они мечтают о нас или не мечтают, сегодня узнаем, девочки. Итак, давайте посмотрим сегодня вот что. Скучает ли он, его чувства, что у него там происходит сейчас. В общем, общий такой будет расклад. Но самое главное, девочки, вспоминает, думает ли он о вас, да. Так, сначала смотрим, что сейчас у него происходит в жизни. Угу. Ну, скажу так, человек занят полностью работой. У него есть мечта, он хочет стать очень важным, очень властным, очень хочет много зарабатывать. Причем понятно, что все этого хотят, конечно же, но у него прям семейная, может быть, даже какая-то традиция есть, может быть, какой-то бизнес или какое-то общее дело, которое он хочет продолжать, да. Но при этом, знаете, даже несмотря на большой труд, да, который он прикладывает, он практически вот все время, я вижу, вот все время, которое у него есть, свободное, личное, несвободное, он посвящает полностью работе сейчас, да. А также все-таки все равно у него, конечно же, проступают мысли о каких-то романтических, да, движениях. Все-таки хочется иногда отдохнуть, да, все-таки паж жезлов у нас такая карта, ну, не легкомыслие, а тут больше вот хочется чуть-чуть где-то романтики, чуть-чуть где-то повстречаться с кем-то, возможно, какая-то влюбленность, да, тайная. Опять же, сегодня все будем смотреть. Но, девочки, у нас идет карта прошлого, да, шестерка кубков все-таки. Знаете, когда человек вот чего-то ждет. Вот у меня идет информация, что он что-то ждет. Возможно, от вас чего-то ждет, да. Какое-то сообщение, может быть, что-то вот из прошлого вот его волнует, его тяготит, да. Так, ну что еще он нам расскажет сегодня? О, девочки, ну тут... Итак, девочки, что хочу вам сказать. Выходит у нас женщина, тайная жрица, женщина. Думает он об этой женщине, все-таки не только работа у него на уме, да, как оказалось. В мыслях есть женщина, и женщина, которая, вы знаете, как любовница была, что ли, вот какая-то такая связь была. Я думаю, это вас показывает, девочки. Что-то вы там намудрили, потому что жрица у нас еще на какие-то приворотики, да, на тайны, на вот все вот это вот. Что-то вы там наколдовали, потому что он о вас думает, мои хорошие. Но он, знаете как, вот он одновременно и думает, и переживает, и вспоминает, да, какие-то вещи общие, там, прошлое, не прошлое, да, и видит все равно вас, как, знаете, счастливый шанс такой, что вот он вас в жизни повстречал, и вот как будто бы больше такой не встретит. Вот так, потому что десяточка мечей, карта решительная, то есть он понимает, он думает, знаете, сейчас как, что он просто больше ни с кем не сможет вообще вступить в отношения. Вот настолько вы на него повлияли, что дальше он не видит даже смысла какого-то, да, за что-то бороться, кого-то искать, и он просто находится в каком-то таком состоянии, да, трэшевом. Ой, девочки, ну тут что-то у него со здоровьем, я хочу сказать. Башня, девятка жезлов. Но вы знаете, тут, скорее всего, у него были какие-то планы. У него были планы, скорее всего, карьера, да, вот какие-то интеллектуальные такие вещи, достаток, да, активные вот эти действия. То есть он очень шел к какой-то цели долго. Он очень долго шел к своей цели, он старался, он работал. Вот, то есть день и ночь трудился. Но пошли моменты по здоровью, да. То есть все равно надо было делать перерыв. Надо было делать перерыв, никогда нельзя перерабатывать, потому что иначе вы перегорите. И вот у него так и случилось. То есть у него и по отношениям пошло плохо, и где-то схитрили, где-то обманули его. А перспективы были, то есть он их видел, он прям шел, он рвался к ним, но видите, как девочки,
Ни в личной жизни, ни в работе. Ой. Так, ну ладно, смотрим дальше, что он еще нам расскажет. Ну, тут, конечно, просто это шок какой-то. Ой, смотрим. Угу. Ну, все-таки есть тут, конечно, какой-то элемент, знаете, все-таки не хватает ему человека рядом. Вот вы, когда были с ним, он чувствовал какую-то поддержку от вас, он чувствовал, что он с вами прям вот такой мужик, да, вот он прям главный в отношениях, прям вот победитель. И романтика с вами была, и интим был хороший, понимаете? И интим был хороший, то есть все было, ну, на самом деле неплохо, потому что он вас видел на перспективу, он вас смотрел, понимаете? Он все-таки хотел семью, хотел отношений, хотел какого-то продвижения дальше, да, то есть это не было так, что просто повстречаться и уйти, потому что все-таки король жезлов выпадал у нас, все-таки карта основательных, да, мужчин, которые знают, чего хотят, знают, какую женщину хотят, знают, что им нужно, что им не нужно, с какой они будут строить. Ну вот, да, девочки. Он даже, знаете, он не то, что о вас думает, он даже хочет какую-то, как будто бы помощь вам оказать. То есть, или знаете даже как? Он хочет знать, что вы в нем нуждаетесь. Вот как. То есть он готов и помогать, и как-то, возможно, уже и обеспечивать. И то есть как-то он какие-то вещи, вот даже сами карты уже просто выходят, он вот как будто понял, что держаться надо было за вас, понимаете, что с вами у него было бы все прекрасно и на работе, и со здоровьем, и в личной жизни. То есть тут просто карты выходят, но людей обеспеченных, людей, которые всего добились в жизни, которые знают, да, как управляться с деньгами, с собой. То есть уже самостоятельные, добившиеся чего-то люди. И он понимает, что он мог бы таким стать был, если бы не ушел. Вот так вот, девочки. Сейчас знаете, что будем смотреть? Ну вот опять, девочки, они сами выходят. Действительно хочет объявиться. Вот хочет объявиться человек, но что-то ему не дает. Вот что-то не дает. Вот у меня прям идут такие ощущения, да, что что-то он там, непонятные какие-то у него проблемы, что ли. Ну, тут, девочки, тут, конечно, и со здоровьем, да, что-то, и с каким-то внутренним настроем, потому что вот быстрые карты рядом с медленными, да, то есть желание есть, возможности нет. То есть, ну, это как-то непонятно, конечно. Давайте еще посмотрим. Может быть, что-то... Ой, может быть, бизнес какой-то, знаете, может быть, работа, вот опять же, что-то вот на него повлияло, потому что тут еще уход, тут это мог быть как и уход от вас, так и уход с какого-то важного места, да, насиженного там, денежного. И вот у него сейчас случился вот этот момент, да, спад, может быть, по финансам, по каким-то другим параметрам, да, и вот он и хочет, да, но вот понимает, что, может быть, не потянет вас, девочки, знаете, как, просто не потянет. То знаете что, он еще, скорее всего, какие-то сплетни, наговоры на вас получает. То есть есть какие-то люди, вот опять же, как тайны, да, какие-то, про вас что-то рассказывают, конфликт между вами, понимаете, вызывают. Кто-то постоянно вмешивается, хотя он понимает, что с вами как раз сожительство, ребенок, там все может быть. Ну вот что-то, видите, кто-то вмешивается, это однозначно. Но у него есть зависимость к вам, понимаете, есть какие-то вот чувства такие, что ему с вами и тяжело, причем очень тяжело, но он и забыть вас не может, понимаете. Все равно перспективу какую-то видит, все равно хочет появиться, хочет продолжения, девочки. Ой, ну вы знаете, он сам как будто себя обманывает.
Либо вас обманывал еще раньше, да, все-таки колесо фортуны, скорее всего, по нему какая-то карма бьет сейчас. Вот он с вами нехорошо поступал, может быть, обещал вам, да, что-то, обещал много чего, обещал стабильность, да, возможно, что семья будет сразу, а сразу, может быть, он не мог вам ее дать, да, даже вот при больших чувствах, ну, не было возможности обеспечить, опять же, там, свои какие-то силы, да, не рассчитал, и ваши чувства, да, расстроиваете. Иллюзий много вам наговорил, да, наговорил тех вещей, в которые вы быстро поверили, а он понял, что он не может это реализовать. Ну, да, мои хорошие, конечно, он скучает. Он очень скучает. Он даже более того боится, что у вас еще кто-то появится. Либо уже появился, да, у него прям вот этот страх очень большой. Потому что все-таки девятка мечей это на страхе, да. И он ждет от вас, может быть, какого-то знака, да, все-таки туз пентаклей, как вот где-то подмигните, да, может быть, лайк поставьте ему там, да, где-то на странице. Как-то немножко покажите свое расположение, потому что он, может, и хочет проявиться, но, видите, пока что не готов, да, девочки. А чувства есть. Вот так и бывает. Ну, девочки, конечно, он жалеет, что где-то, может быть, не то, что обманывал, да, но вот бывает вот лучше что-то не говорить, да, что-то не знать, чтобы не расстраивать, да, другого. И вот тут как будто бы он от вас что-то скрыл, чтобы, опять же, знаете, как самому себя дураком не выставить или каким-то там неудачником, да, о чем-то соврал вам, опять же, может быть, про какие-то денежные свои успехи, может быть, еще про какие-то моменты, да. Но при этом он одинок. Вот даже если вы думаете, что он где-то куда-то ходит, или, может быть, фотографии видите в соцсетях, тут я вижу, что даже если он там и присутствует, он душой не там, да, потому что отшельник все-таки они не любят, да, какие-то общества. И тут же карта праздника. То есть, ну, он там, знаете, как будто даже не по своей воле пребывает. Ну, девочки, что я вам скажу? Конечно, он расположен. Он расположен, и более того, он даже хочет какой-то стабильности, да. Но вот сейчас как будто бы не тот период. Вот не тот период, чтобы вам сходиться, да, заново. Надо подождать, потому что Луна выходит, это значит, надо какое-то время подождать все равно, и он сам проявится. О, мои хорошие, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии, пишите мне свои истории, я обязательно все прочитаю. Буду рада вас видеть на своем канале.